Алексей Аркадьевич, с наступающим праздником, со Старым Новым годом. Понимаем, что в январе месяце это всего лишь несколько рабочих дней у вас среди праздничных, и, наверное, есть напряженная работа, но вы все же нашли время для зрителей абхазского телевидения. Безусловно, посольство Российской Федерации в Абхазии и ее чрезвычайный полномочный посол в вашем лице непосредственно участвуете в событиях, мероприятиях, проходящих в Абхазии и в российско-абхазских отношениях. Что бы вы могли отметить, выделить из событий прошедшего года по итогам работы? Добрый день, спасибо за поздравления. Хочу тоже сказать, извините за произношение, Чам Дзяла Апсуа Желар. Хочу пожелать в преддверии Дня сотворения мира счастья, благополучия и мирного неба над головой всему абхазскому народу. Но, безусловно, и вы, наверное, с этим согласитесь, прошедший год был омрачен пандемией коронавирусной инфекции, охватившей весь мир и, к сожалению, затронувшей в большой степени и Российскую Федерацию, и Республику Абхазия. Пользуясь случаем, я хочу выразить удовлетворение вчерашним сообщением о полном выздоровлении президента Аслана Георгиевича Бжаня и хочу пожелать скорейшего выздоровления премьер-министру Анкваб, министру иностранных дел, моему хорошему другу Дауру Кове, а также всем заболевшим простым жителям Республики Абхазия, которые сегодня, к сожалению, находятся в больницах. Здоровье – это самое главное, этого, так сказать, не купишь, как у нас говорят. Но, будучи послом Российской Федерации в Республике Абхазия, я, конечно, бы начал с того, что важнейшим событием в республике, на наш взгляд, состоялись выборы президента в марте 2020 года. Был избран Аслан Георгиевич Бжаня, и мне отрадно видеть, что у нас продолжается по нарастающей политический диалог между лидерами наших стран. Как известно, Аслан Георгиевич 24 июня принял участие в Параде Победы в Москве, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которую мы отмечали в прошлом году. Это очень серьезное событие для, я считаю, не только Российской Федерации, но и всех бывших республик Советского Союза, включая Абхазию, которые принимали участие в защите своей родины. Затем 12 ноября состоялась первая субстантивная встреча в Сочи президентов наших стран, и я расцениваю это как крайне позитивный момент. Он подчеркивает последовательность в развитии наших тесных союзнических, братских отношений. Также я хочу выделить высокий уровень взаимопонимания и взаимодействия, который сложился у российского посольства в Сухуми с администрацией президента Абхазии, с министерствами и ведомствами. Ну, в первую очередь мы, конечно, сотрудничаем с Министерством иностранных дел, обороны, МЧС, СГБ, МВД. Но всех перечислять не буду, практически со всеми. С кем бы нам ни приходилось сотрудничать в уходящем году, мы везде встречали самый радушный прием и готовность пойти навстречу. Поэтому хочу поблагодарить наших абхазских партнеров за теплое отношение к российским дипломатам и, так сказать, за то доверие, которое вызывает работа с нами. Со своей стороны мы, как посольство, и содействовали, и продолжим оказывать максимальное содействие всему абхазскому народу, чтобы такая же атмосфера складывалась как в межгосударственной, так и в скажем так, братской, социальной, скажем, сфере. Еще раз хочу подчеркнуть трепетное и неподдельное отношение в Абхазии к Великой Отечественной войне. Считаю, что, несмотря на ограничения в связи с пандемией, 75-летняя годовщина нашей общей победы была достойно встречена в республике именно благодаря стараниям и энтузиазму ваших граждан. Нам это очень приятно. Это объединяет наши народы и лишний раз доказывает, что Республика Абхазия и Российская Федерация являются подлинно братскими странами.
между Россией и Абхазией проводится большая работа по созданию единого социально-экономического пространства, единого информационного пространства. Что можно сказать об этом проекте? Он, в общем-то, наверное, почти все сферы задействует. Вы совершенно правы. Руководством наших стран подписана, я конкретно скажу, программа формирования общего социального и экономического пространства двух государств на основе гармонизации их законодательств. Она достаточно обширная, поэтому рассказ обо всех ее аспектах, боюсь, не уложится в рамки нашего интервью. Для этого потребуется целая серия каких-то тематических, Да, там так сказать, очень много встреч. пунктов даже. Вот. Да. Но главное, на чем бы я хотел сделать акцент сегодня, это то, что программа является логичным продолжением договора о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. Этот документ создал правовые рамки для развития и интеграции наших стран практически во всех сферах сотрудничества, а программа является их практическим воплощением. Это стандартная и нормальная практика межгосударственного взаимодействия. Подчеркну также, что последовательная реализация программы направлена на сближение норм и стандартов Республики Абхазия с параметрами Евразийского экономического союза. Считаю этот момент очень важным для расширения международного экономического взаимодействия Абсны с внешним миром. Знаю о критике, которая раздается из некоторых кругов в адрес программы гармонизации. Поверьте, что опасения насчет того, что Абхазия утратит суверенитет или часть своего суверенитета, абсолютно беспочвенны. Во-первых, Россия признала независимость Абхазии и последовательно отстаивает ее на международной арене. Во-вторых, именно с помощью России и в союзе с Россией Абхазия может развиваться как полноправный член международного сообщества, как правовое государство с эффективной экономикой. Ну, известно, что в работе МИД Абхазии по расширению признания Республики Абхазия большую помощь оказывает МИД Российской Федерации. Что еще может быть подтверждением того, что Россия и в дальнейшем за то, чтобы Республика Абхазия была независимой, с устойчивой экономикой? Вы правы, безусловно. Россия всецело поддерживает усилия Министерства иностранных дел Республики Абхазия и лично министра Дауру Вадимовича Ковы, которые направлены на продвижение международного признания Абхазии. Подтверждением тому является недавнее признание независимости Абхазии со стороны сирийских партнеров. Не исключаю, что в недалеком будущем, к примеру Дамаска, последует и ряд других дружественных России стран. О подробностях этой работы распространяться не буду, поскольку наши грузинские соседи стремятся, к сожалению, всеми силами расстроить наши совместные планы. Поэтому могу лишь ограничиться тем, что данная работа будет однозначно продолжена, но детали давайте оставим до фактуры. Я бы хотел добавить, что Россия не может быть не заинтересована в развитии и процветании Абхазии, хотя бы потому, что большинство жителей вашей республики являются гражданами России и, соответственно, рассматриваются нами как россияне. А в условиях, когда возможности для самостоятельного развития Абхазии существенно сужены из-за ее частично признанного международного статуса и тяжелых последствий грузинской агрессии, Россия не может бросить своих сограждан на произвол судьбы. Поэтому эта работа будет однозначно и активно продолжена. Когда говорили про гармонизацию законодательства, и вот в конце я тоже читал, там вот подведение к евразийскому стандарту. Да? Да. Вот. То есть есть какие-то подвижки в том, чтобы Абхазия когда-нибудь, ну не в таком далеком будущем, окажется тоже в Евразийском союзе? Ну, собственно говоря, для этого, в том числе для этого и для улучшения благополучия всех граждан Республики Абхазия и была создана программа гармонизации. Поэтому, когда она будет реализована, естественно, будут созданы все предпосылки для вступления Республики Абхазия в Евразийский экономический союз. Мы со своей стороны продолжим работу с уже существующими членами ЕАЭС. И, насколько я знаю, там были потом эта программа была доработана, и что-то исключили оттуда, то есть острые какие-то вещи, да? Вот. Ну, вы знаете, непосредственно МИД
всецело этой программой не занимается. Нам поручены лишь отдельные ее части, так сказать, то, что касается международных соглашений, к примеру. Вот. А так в целом этим занималась администрация президента Российской Федерации. Тот факт, что программа подписана, Да. он является уже подтверждением, что был найден разумный компромисс, который удовлетворил и Сухум, и Москву. Ну да, вот вы говорили, что подвергалась критике, и вот эти пункты как раз и пришли к какому-то знаменателю. Многие годы Российская Федерация оказывает своему партнеру на южных рубежах, Республике Абхазия, в общем, масштабную такую постоянную всестороннюю помощь. Не будет ли Российская Федерация, вот российская сторона, скажем, тоже вот используя ту организацию, вот что здесь вот в Абхазии есть Россотрудничество, тоже вот какими-то такими проектами адресными, небольшими проектами работать? Ну, собственно говоря, Россотрудничество уже давно занимается в Абхазии различными проектами, как крупными, так и мелкими, преимущественно в социальной и культурной сферах. С приходом нового руководителя в Россотрудничество, я думаю, что эффективность его деятельности за рубежом будет только возрастать. Что касается создания и присутствия российских НПО в Абхазии, то действительно мы считаем их создание здесь полезными. Думаю, они смогли бы внести свой весомый вклад, прежде всего в гуманитарную сферу республики, в сближение народов наших стран. Да, помощь России и Абхазии, это она вообще грандиозная и масштабная. А большая помощь, конечно, в конечном итоге люди ее получают в том или ином виде, там, пенсии, и нет ведомств, которым не помогает Российская Федерация. Там строительство социальных объектов и прочее, тут не пересчитать просто сколько объектов. Это бесспорно. Алексей Аркадьевич, естественно, посольство работает по своим правилам, выполняет свои функции определенные. Как вы взаимодействуете с соотечественниками, с русской общиной Абхазии? Или у посольства таких функций как бы не предписано? Нет, как раз наоборот. Посольство очень активно взаимодействует с русской общиной. Я бы выделил здесь два основных направления. Первое – это с 2018 года, ну, собственно говоря, когда я приехал работать в Республику Абхазия в качестве посла, мы запустили активно процесс консолидации русской общины, которая на тот момент была разделена на порядка 40 мелких организаций, некоторые из которых, вы знаете, я был удивлен, состояли из 1-2 человек. Вот. Не могу сказать, что нам удалось довести этот процесс до конца, но существенные результаты достигнуты. Вот. В частности, создан Координационный совет, состоящий более чем из 14 организаций. Существует ряд других крупных объединений, так как Русская община Абхазии, казачьи организации, с кем мы активно сотрудничаем. Поэтому это для нас важная задача, чтобы наши соотечественники в Абхазии все-таки стали единым ядром и поддерживали абхазскую государственность, с чем, собственно говоря, они согласны и не возражают. Второе основное направление в работе с соотечественниками – это защита прав и интересов российских граждан. На этом направлении, к сожалению, работы, что называется по-русски, непаханное поле. Это и отсутствие русских в Народном собрании и ключевых постах Кабинета министров, хотя профессионалов среди российских соотечественников в Абхазии немало, и сложности с получением абхазского гражданства, несмотря на соответствие кандидатов законодательству республики, и многое другое. Лично я крайне обеспокоен многочисленными криминальными случаями в отношении и русских туристов, и бизнесменов, и простых жителей, граждан Абхазии, ну, скажем так, маргинального типа. Причем, как правило, судебная система республики, несмотря на имеющиеся вопиющие факты, закрывает глаза на них, если речь идет о преступлениях, совершенных гражданами Абхазии. Я приведу лишь один пример. 31 июля 2019 года в Сухуми произошло жестокое изнасилование и ограбление гражданки России. Подозреваемый в преступлении гражданин Абхазии Абухба был задержан и дал признательные показания. По непонятным для меня причинам и для посольства в целом, в Сухумский суд дело поступило лишь 9 апреля 2020 года, спустя год почти. И с тех пор судья Тыргба всячески затягивает рассмотрение этого дела. Посольство тесно отслеживает
данный вопрос. Буквально вчера состоялось очередное заседание суда, на котором присутствовал сотрудник посольства, и обвиняемый сказался больным. Несмотря на то, что пришел на заседание, выглядел вполне здоровым. И, соответственно, судья Тыркба перенесла заседание на новый срок. Иначе как судебным произволом назвать происходящее я не могу. Хочу сказать, что российское государство в данном случае в лице посольства твердо намерено защищать права своих граждан, в том числе при необходимости и во всех судебных инстанциях республики. С другой стороны, с послевоенных времен, я имею в виду Отечественной войны уже абхазского народа, возникла известная проблема имущественных прав росграждан, проживавших в Абхазии. Я удовлетворен тем, как с осени прошлого года стала функционировать соответствующая комиссия, которую возглавил вице-президент Бадр Зурабович Гунба. Мы провели пока одно заседание, готовим в ближайшем будущем провести следующее. Импонирует, что и председатель, и обновленный состав комиссии стараются максимально объективно подходить к рассмотрению каждого дела, вникая во все детали. Мы работаем в открытой и демократичной атмосфере. Вот это пример подлинного сотрудничества союзников. Основные отрасли у нас экономики в Абхазии — это туризм и вывоз сельхозпродукции. Как посольство реагирует, когда бывают там различные проблемы в этих сферах? Вот, к примеру, перед Новым годом у нас существовали сложности с вывозом цитрусовых. Как-то реагируете? Вы можете оказывать помощь? Обращаются к вам? Если честно сказать, это не совсем прямая компетенция посольства, но тем не менее, вот возьмем туризм, конечно, мы поддерживаем. Поддерживаем и развитие туризма в Абхазии, развитие туристической сферы, и наращивание приезжающих в Абхазию туристов не только из России, но и со всего мира. Но, повторюсь, в этом году из-за пандемии ковида туристический сезон был сокращен, хотя вот август, если я правильно помню, и сентябрь принесли, так сказать, достаточные результаты. Плюс вот я читал в вашей прессе уже, что за 3 дня новогодних праздников был побит рекорд, так сказать, чуть ли не месяца, что ли, прошлого года. Да. Вот, то есть здесь я не вижу особых проблем, за исключением пандемии. Вот. По сельскому хозяйству, что касается вывоза урожая из Абхазии, то этот вопрос относится к компетенции Федеральной таможенной службы России. Но в Абхазии работает официальный представитель ФТС России, имеется Сухумский таможенный пост, который помогает абхазским производителям декларировать грузы для пересечения российской границы. В прошлом году экспорт клубники, по-моему, превысил прошлогодние показатели чуть ли не в 25 раз. Ощутимо возрос вывоз мандаринов и иной сельхозпродукции. Вы правы, были временные сложности, но они буквально были решены, я имею в виду по вывозу мандаринов и цитрусовых, они были решены буквально в течение 2-3 дней. И если мне не изменяет память, наши таможенники говорили, что ежедневный поток в конце декабря составлял до 600 грузовиков. Да, они увеличили. Вывозимых. Но это, конечно, еще связано с тем, что небывалый урожай в этом году. Да, и это очень позитивно. Плюс отмечу, что по линии Минсельхоза России оказывается постоянное содействие в борьбе с вредителями сельхозпродукции. Проблемы, конечно, есть, куда же без них, но они все решаемы при доброй воле и, так сказать, желании с обеих сторон. Посольство в этом контексте выполняет вспомогательные функции, но мы следим за общей ситуацией и при необходимости всегда готовы прийти на помощь. За время вашего пребывания на этой работе в Абхазии вас, может, заинтересовало или удивило, или вот образ жизни людей здесь чуть такой размеренный, наверное. И как вам абхазская зима? Вы, наверное, не привыкли к такой картине? Ну, поскольку это уже моя 3-я зима в Абхазии, то я привык к сюрпризам абхазского климата. Но мне прежде всего импонируют абхазские люди, абхазский народ, традиции. Я с любопытством по приезду изучил кодекс Апсуара. Очень, так сказать, интересно и, так сказать, с уважением я отношусь к его положениям.
Правда, есть мнение, что современная молодежь не всегда старается следовать положениям кодекса, но, тем не менее, то, как большинство населения чтит традиции и обычаи своего этноса, это, конечно, заслуживает уважения. Поэтому я бы сказал, что главная ценность для меня на моем посту посла Российской Федерации в Республике Абхазия – это народ Абхазии, люди, конкретные люди, независимо от должностей. Поскольку мне приходится общаться и с президентом, и с простыми людьми, я с удовольствием, так сказать, езжу по селам, в отдаленные районы, захожу куда-то, встречаюсь. И мне приятно, что абхазские люди всегда с теплотой и душевной теплотой идут навстречу российскому послу и вообще российским дипломатам. Спасибо вам за интервью. Еще раз с наступающим Старым годом. Успехов в работе в наступающем году. Итабубдара, чам бзиала, апсуа жилар. Это луп.